Дорогие друзья, 27 сентября крупнейший субъект Российской Федерации и самый крупный административно-территориальный субъект в мире, Республика Саха-Якутия, отмечает День государственности. Впервые вопрос о становлении государственности Якутии через определение статуса в составе России был поднят в начале 1920-х годов. В тот исторический период идея предоставления Якутии статуса автономной республики в составе РСФСР была поддержана советской властью, в том числе и Владимиром Ильичем Лениным. В результате в апреле 1922 года вышло в свет соответствующее постановление в ЦИК, и Якутия приобрела статус автономной ССР в составе РСФСР. Важным этапом становления государственности Якутии стало провозглашение Декларации о государственном суверенитете, Конституции Республики Якутии, учреждение поста президента, затем главы республики, и переименование региона в Республику Саха-Якутия. Провозглашение Декларации о государственном суверенитете республики состоялось 27 сентября 1990 года. С этого момента данная дата считается Днем государственности Республики Саха-Якутия. Сегодня в нашей рубрике «Арт-погружение» я думаю, вполне закономерно обратиться к историческому прошлому, к времени, когда возникала и развивалась советская национальная государственность. Можно было бы, конечно, рассмотреть полотна из нашей коллекции, представляющие и запечатлевшие личности известных государственных и политических деятелей. Но не менее интересна, на мой взгляд, тема исторической памяти. Ведь историческая память присуща любому человеку. В изобразительном искусстве историческая память концентрируется в художественном мышлении, воплощаясь в образах и сюжетах с широким спектром эмоционально-интеллектуальных проявлений, от углубленного созерцания с его неспешным размышлением до драматических, затрагивающих философско-нравственную проблематику. Воспоминания художника, осмысление истории как части собственной жизни, память об известных деятелях национальной культуры стали основой для творческих преобразований многих художников Якутии, отражая не только фактические события, но и выражая дух времени. Народный художник Якутии, член-корреспондент Российской академии художеств Артур Дмитриевич Васильев, талантливый живописец, чье творчество ярко представляет современное искусство Республики Саха. Его творчество характеризуется стремлением к анализу глубинных процессов жизни, к чуткому проникновению в мир размышлений, философских обобщений. И именно с этой точки зрения интересен его триптих «Разбитое зеркало», над которым художник работал в течение длительного времени, почти 10 лет, с 1998 по 2008 годы. Эти полотна можно назвать своеобразной художественной эпопеей, в которой сплавлены воедино судьба человеческая и судьба народная. Распространенный среди российских художников прием использования старых фотографий находит у Артура Васильева новый ход. В «Разбитом зеркале» отражаются сцены прошлого. Произведение, поражая своим психологизмом, эмоциональностью, драматизмом, выразительная живопись делает образную плоть произведений трепетной, наполненной чувством. А левая часть триптиха «Женщины 20-х», посвященная времени установления советской власти в Якутии, изображает уцелевшую часть старинной семейной фотографии. Ее разорванность символизирует утрату цельного, традиционного уклада народной жизни. Лица старшей женщины не видно. Оно принадлежит дореволюционной жизни. На нас смотрят средние и младшие поколения семьи, разломанной безжалостной историей. Вглядываясь в эти полные достоинства женские лица, думаешь об их судьбах, неразрывно связанных с драматической судьбой страны. Правая часть триптиха «Похороны колхозника» разворачивает перед нами еще одну картину нашей истории – похороны самой идеи колхоза. В картине два выделенных в общей цветовой гамме ярких алых пятна образуют торжественно траурный акцент
Это своеобразный изобразительный реквием по рухнувшей системе, строительству которой было принесено столько жертв. В центральной части художник изображает пейзаж, подчеркивая настроение духовной сосредоточенности, создает драгоценное природное обрамление для коллективного исторического портрета, напоминает об изумительной красоте земли с ее долинами, лесами. Обобщенный характер пейзажа позволяет воспринимать его как философский образ мироздания и родной природы, как олицетворение земной жизни и неразрывной связи эпох и поколений. Авторские рамы, исполненные в виде старых наличников, объединяют триптих в единую композицию, пронизанную сложным сочетанием эмоционального переживания и философского постижения исторического прошлого и настоящего. В заключение мне хотелось бы отметить, что тема исторической памяти – это одна из тех константных точек, которой мысль художников, в том числе мысль художников Якутии разных поколений, возвращается постоянно. И Артур Васильев, он не пытается изображать историю, он пишет и продолжает писать только в настоящем времени. История у него присутствует не как что-то бывшее, а как наличествующее сейчас, как живая память. Я приглашаю вас, уважаемые наши посетители, в Национальный художественный музей, прикоснуться к искусству якутских художников, в том числе и к творчеству Артура Дмитриевича Васильева. Возможно, данная работа «Триптих. Разбитое зеркало» также у вас вызовет какие-то эмоции, сопереживания и подвигнет к размышлению о сложных жизненных вопросах духовного порядка.